Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. Иншалла, читаем сегодня, да? Кто с нами читает? Абдулла. Абдулла. Тогда начинаем вступление свое. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма шрах ли садри, ва яссир ли амри, вахлил уқдатан мин лисани яфқаху қавли. Аллахумма аллимна ма янфа'уна ва анфa'на бима алламтана ва зидна илма. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Аллахумма инна нас'улука аль-худа, ват-тука, валь-афафа, валь-гина. Просим Аллаха благополучия, дорогие верующие, всем верующим. Просим прощения и милости Всевышнего Аллаха. Сегодня, иншалла, у нас книга «70 больших грехов». Мы уже, получается, проходим 18 грех, изучаем 18 грех. Это 18 грех лжесвидетельство. В Исламском университете Украины мы проходим эту книгу в онлайн-режиме. Нам читает сегодня брат Абдулла. Читай, брат. 18-й грех. Лжесвидетельство. Всевышний сказал: поистине Аллах может простить все грехи, кроме предания кого-либо или чего-либо ему в сотоварищи. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: не сообщить ли вам о самых великих грехах? Сообщи, обратились к нему сподвижники. Многобожие, ослушание родителей и лжесвидетельство, ответил пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Баракаллаху фика, хей, джазакаллаху хейран. Это короткое напоминание, которое мы хотели сделать для верующих, чтобы они остерегались от больших грехов, чтобы они были обитателями рая, но не ада. Эта книга специальная цель, чтобы нас спасать, баракаллаху фикум, от больших грехов. Мы знаем, некоторые лжесвидетельствуют, как на больших грехах свидетельствуют, как это получается. Свидетельствует, бывает, баракаллаху фикум, когда человек говорит о неверии, явно, сидит и не опровергает. Сидит и не опровергает он. Когда его зовут на праздные столы, праздничные какие-то столы, однако там бывает, проявляет неверие люди. И ему не разрешается сидеть за этим столом, баракаллаху фикум, если он не опровергает это. Или если не встает и не уходит в это время. Он должен порицать хоть минимально, как говорится, бойкотируя, вставать и уходить. Также запрещается сидеть за столом, там, где идет распитие алкоголя. Баракаллаху фикум. И в нашей книге, также в арабских книгах, про кабаир называется, книги «Большие грехи», рассказывая нам большие грехи, приводя нам доводы из Корана и Сунны. Что такое большой грех и какие последствия бывают. Иногда бывает такое, если ты присутствуешь вместе с ними, присутствуешь с этими лжецами, тиранами, если ты просто присутствуешь вместе с ними, сфоткаешься вместе с ними, с этими тиранами, они, получается, тебя делают, если ты праведный человек, если у тебя религия, знание, ты праведный человек, ты своим присутствием просто-напросто поддерживаешь их против их тирании. Поэтому нельзя присутствовать, когда эти тираны хотят, что твое присутствие является всего лишь чего? Как будто роспись, подтверждение на их неверный путь. Поэтому, баракаллаху фикум, в Коране, суре Фуркане, 72 аяте, что сказано? «Валладина ла яшхадуна зур». О верующих людях. Верующие люди не могут свидетельствовать лжесвидетельством. Аллах говорит: «Валладина ла яшхадуна зур». Они не присутствуют на лжесвидетельстве. Не делают они ложные свидетельства. Будь это верующие люди, не присутствуют в суде ложным свидетельством. Также в Атарах приводится «Адаля чаадату зур биль ишраки билля», то есть сравнивается до такой степени лжесвидетельства вместе с многобожьем. В Коране Аллах приводит нам, что лжесвидетельство рядом Аллах привел с многобожьем. До такой степени большой грех – это ложное свидетельство. Поэтому нельзя присутствовать лжецами, то есть имеется в виду тиранами, или, скажем, тот, кто утверждает, якобы у него права, однако этого нету, у него таких прав нету. Или некоторые подбрасывают наркотики или оружие, что-то подбрасывают и начинают делать против человека тиранию. Это уже органы определенные делают такие ложные действия.
И эти ложные действия потом, что бывает после их действия? Земля не бывает спокойной через какие-то годы. Земля неспокойная бывает, и земля бывает поглощает не всего лишь этих людей, и те, которые молчали, сидели общим порицанием, не порицали, баракалуфикум, не порицали общим порицанием, иначе земля под нами будет гореть, и землетрясение будет, и чудеса будет твориться на земле, потому что люди из-за своих грехов сделали последствия, то есть их грехи являются последствием всех бед, которые катаклизмом. Сейчас, как говорится, Франции, что было недавно, сейчас имеется в виду, где-то позавчера это было, в Франции ураган был. До этого в Румынии было землетрясение, легкое землетрясение пронесло, не сильное землетрясение было. То есть, баракалуфикум, что это такое? Ученые в 1427 году в Саудовской Аравии написали в журнале, исследователи, они сказали, на Земле в год где-то бывает 1 миллион землетрясений. Из-за чего? Земля неспокойная. Оказывается, из-за грехов людей. Это первая причина. Из-за грехов людей. Тогда Аллах приказывает этой земле измениться, дышать. Дышать, как обычно земля дышит. То есть не как обычно, это уже гнев получается Господа миров. И тут дальше, смотрите, аят приводится нам, Сурат Аль-Хаджи, 30 аят приводится. Фаджтанибу риджса. Аллах сказал, сторонитесь грязи. Миналь аусани из идолопоклонничества. То лжепоклонничество. Ложные божества, которые люди выдумывают. Некоторые оживляют, то есть люди поклоняются некоторым тиранам. Если он дозволил, оно становится дозволенным. Если он запретил, оно становится запрещенным. Итак, ваджтанибу кауля зур, Аллах сказал в этом аяте. Сторонитесь лжесвидетельства. Сторонитесь чего? Лжесвидетельства. Бывает, если ты с ним работаешь, ты согласен этой работой, ты подписываешься с ним, тогда ты участвуешь в лжесвидетельстве. И лжесвидетельство сравнивается как многобожьем. Вместе с многобожьем приводит Аллах Субхану ва Тааля, сторонитесь многобожья и также сторонитесь лжесвидетельства. И иногда это лжесвидетельство становится, если это многобожье, ты свидетельствуешь это ложным божествам, тогда ты тоже поклоняешься этим божествам. Итак, хадис он тут привел, сочиненный слабый хадис, однако он привел его в тему имам Захаби. Приводит он также аят из Корана. «Инна Аллаха ла яхди ман хуа мусрифун каддаб». Сурат Аль-Гафири, 28 аяте. Аллах поистине не направляет на прямой путь, то является чрезмерствующим, излишествующим, также каддаб, лжеца, Аллах Субхану ва Тааля не водит на прямой путь. То есть человек желает прямого пути. Однако он, если не раскаивается от своего лжесвидетельства, он никогда не станет на путь Корана и Сунны. Он никогда не станет на путь прямой, путь пророку, мир им всем. Он никогда не станет из обитателей рая. Почему? Потому что он лжесвидетельствует постоянно. Он и с ними, этими лжесвидетельством, он с ними, с этими тиранами. С кем еще он? Бывает он, который говорит, нам не нужен, мусульманам не нужен исламский шариат. Не нужен нам порядок мусульман. Порядок мусульман по Коране и Сунне нам не нужен. Эти люди, за ним нельзя мусульману следовать. Баракалуфикум. За ним нельзя следовать. Итак, если они не сторонятся, они погибнут вместе. То есть они отдалятся от поминания Аллаха, отдалятся от ислама, отдалятся от милости Аллаха, погибнут вместе из-за его лжесвидетельства. Просто тот, кто свидетельствует, меньше греха, или тот, кто следует за ним, который лжецом является, который говорит, что нам не нужен ислам, или не нужно нам правление исламом. Если ты следуешь за ним, и этот свидетельствует просто языком, кто хуже из них в положении? Тот, кто следует за ним, хуже положение, чем тот, кто свидетельствует. Оба они в большом грехе, однако тот, кто следует, он его поддерживает своим душой, своей телом, своим языком, своим финансовым, своим временем. Он хуже тиран получается, он хуже опасный лжесвидетель, чем тот, кто просто засвидетельствовал. И он тоже является в большом грехе, если он засвидетельствовал, что не надо нам, мусульманам, порядок мусульман, порядок ислама не нужен среди мусульман. Это сегодня секуляристы говорят такие. Ислам должен быть, говорит, в мечети только. Как? На улице что угодно можно делать, что ли?
Мусульмане должны показывать ислам. Как пришло в Коране и Сунне, как жили праведники, должны показывать ислам и на улице, и на работе, и в школе, и в путешествии. Заходит автобус, допустим, заходишь, общественный транспорт. Ведут себя как будто, извините, скот какой-то. Или одежда одевается как рваные, выходит, не знаю, из какой-то клетки уходит. Рваные штаны, рваная одежда. Разве мусульманин не должен одеваться подобающим образом мусульманам? Разве это поведение мусульман? Потом такие люди и хотят нам навязывать свое понятие, баракаллаху фикум, навязывать нам свое понятие. Мы говорим, что мы должны жить по законам Аллаха, чтобы эта земля была стабильная, земля, чтобы была стабильная, чтобы не было землетрясений, чтобы катаклизмов не было. Законы Аллаха, чтобы соблюдались. Женщина должна быть покрытая. Мужчина должен вести себя как мужчина. Дальше, баракаллаху фикум. Беда, конечно, то, что в арабских странах тоже, в Турции тоже это беда. Поэтому там эта беда и случилась. Они большинство верующие люди, но не придерживаются этой вере. Но не придерживаются законам, канонам Аллаха. Если бы Аллах послал бы это испытание, которое там случилось, коммунистам, атеистам, буддистам, они сказали бы, природа это все сделала. Природа ничего не делает, кроме как соизволением Аллаха. Аллах приказывает природе, чтобы так поступила эта природа, созданная Аллахом, и слушается приказа Аллаха. Эта природа, эта земля, это море, этот океан по велению только Господа двигается и дышит. Поэтому земля подышала, выдохла то, что накопилось внутри, из-за грехов людей. Баракаллаху фикум. Итак, хадис приводится, этот хадис, до этого приводился в 9 грехе, он говорит, человек по естеству, верующий человек по естеству, верующий человек на хорошее качестве изначально, знаете, да? На хорошее качестве. Само человек, его душа, любит только чистое, любит только праведный человек, его душа любит только хорошее, чистое. Но однако, лейсаль хияна, не любит человек, вероломство, предательство не любит. Предательство своей религии, предательство своей нации. Первое, самое опасное предательство – это религии. Второе – предательство нации. Предательство народа, предательство страны. Итак, уаль-кадиб также не любит. Чего? Не подходит человеку. Ложь тоже не подходит, ложное свидетельство. Итак, второе, он говорит, тут второе он приводит, первое он тут сказал, первое было сказано, баракаллаху фикум, однако мы сказали, оно слабое. Ла тазулу кадама шахиди зури, то есть это сочиненный, слабый хадис, хорошо? Ла тазулу кадама шахиди зури, лжесвидетеля, его ноги, судный день, будут стоять, пока они не зайдут в ад, сказано. И тут второе, он говорит, верующий человек, и под это мы сказали, верующий человек, у него есть качество, которое не подходит, две качества ему не подходят, лжесвидетельство и вероломство. Теперь второе, он говорит, аннаху залама аллади шахида алейхи хатта ахада бишахадати мали ва ирди ва рухи. Это лжесвидетельство, что делает он со своим ложным свидетельством? Бывает он в суде, если лжесвидетельствует, он берет этим ложным свидетельством, что он берет? Его честь бывает, он пачкает. Бывает его честь, бывает его имущество, бывает его душу забирает. Это лжесвидетель. Третье, он говорит, и тому, кому он свидетельствовал, для кого он свидетельствовал, да, он ему тоже сделал зульм. Несправедливость он сделал. И это лжесвидетельство, как мы сказали, Александрии, городе Александрии. Я там жил 6 лет, учился. Перед судом сидят просто-напросто свидетели. Перед судом. За 50 джинай египетских можно завести любого человека, чтобы он свидетельствовал. Ложным свидетельством. Это много творится. В многих землях творится. В многих странах творится это дело. Не говоря уже о арабских республиках, это есть секуляризм. Это есть не практиковать законы Аллаха среди мусульман, среди общества. Бьянсака илейхи маль харам. Что он сделает ложным свидетельством? Он возьмет чужое запретное имущество, или кровь, или честь.
فَأَخْذُوا بِشَهَادَةِ وَوَجَبَتْ لَهُ النَّارِ. Если он засвидетельствует ложным свидетельством, ему обязательно будет огонь. Потому что он чужое право взял. Чужое право тот, кто берет, он обязательно должен зайти в ад, если ему эти люди не простят ему. Обязательно. Если у него нету отдать, чего он взял у этого человека, взял $1, скажем, или сивак он взял, не по праву. И он должен этот сивак отдать в этом мире и попросить прощения, пока в судный день они не встретятся. Если даже он стал мучеником на пути Аллаха, через кантара, как они пройдут, то есть через мост ада, когда пройдут, там будет кантара. Перевалочный пункт, скажем, да, до рая, после ада. Там придется расплачиваться долгами. И тут за сивака человеку придется вернуться в ад. Он не сможет там отдать сивак. Каля Набию, саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха сказал: «Ма кадайту лаху мин малин ахихи би гайри хаккин фаля яхудху». Если я кому-то делал решение суда, бывает, два человека приходят. Пророку Мухаммаду приходили два человека судиться. Если я осудил, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, какому-то из братьев, если я осудил, я сужу тем, чем я слышу. Это ичтигаль пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Люди путают, что ичтигаль пророка Мухаммада это не является откровением, а другое является откровением. Хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, является откровением Аллаха, как Коран. Коран, его чтение в намазе поклонение. Но хадисы читать в намазе это не поклонение. Но смысл от Аллаха хадисы, речь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Коран, смысл и речь от Аллаха, субхану ва тааля. Но ичтихад пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, путают некоторые, акляниюн называют их. То есть они ссылаются на свой разум больше, чем на Коран и Сунну. Когда им подобает, они берут доводы из Корана и Сунны, когда им подобает. Но когда их разум не подходит, они отталкивают и толкуют по-своему. Это сектанты, которые поклоняются своим мозгам, своему разуму. Если ты берешь, как посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, этого брата, мусульманина, который я сужу, если ты свидетельствуешь ложным показанием, ложным свидетельством, я буду судить, говорит посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, тем, чем я слышу. И если вы будете врать, то тогда я забираю у него право, получается, я вам даю адский огонь. Адский огонь это не права, это адский огонь вы берете. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, боялся этого, он поэтому предупреждал. Некоторые бывают очень красноречивы в своем языке. Очень красноречивые. Эти красноречивые люди обманывают людей. Ложными свидетельствами они обманывают людей. Делают ролики, интервью дают. Всем известным каналам дают, допустим, интервью. Таким образом они обманывают весь мир. А что за этим обманом? Мы будем, если вы потерпите, иншаллах, будем рассказывать побольше, если хотите. Объясняя это все. Какие последствия? Что получается четвертое? Этот человек дозволил то, что Аллах запретил. Если человек дозволяет то, что Аллах запретил, ложным свидетельством, это что? Вы знаете, да? Дозволять запрещенное то, что Аллах запретил, чужую кровь, чужое имущество, чужую честь, ложным свидетельством, если ты дозволил это, бывает человек в неверие. Попадает в неверие, потому что он дозволил запрещенное, если он понимает, что он делает. Махарам Аллаху асама миналь-мали, из имущества, в основе это имущество, кровь, было запрещенное. Он что сделал своему брату? Хотел он сорвать у него кусок. Сказал, допустим, в суде, подсыпал землю в суде своей, как говорится, галоши, приводит это так, как пример. В суде он говорит: «Валлахи, клянусь Аллахом, земля, на которой я стою», он засыпал под галоши, то есть имеется внутри галош, засыпал землей или своей обуви. Земля, на которой я стою, клянусь Аллахом, это моя земля, говорит. И что ты будешь делать? Свидетелей больше нет. Этот, говорит, моя, это тоже, говорит, моя. И в последнее время, получается, он там жил. А его, может быть, изгнали с этой земли. Почему изгнали? Как пророка Муса, алейхиссалям, как пророка Ису, его мать, Марьям изгнали, как пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, изгнали, но он не оставлял свою землю. Тирана изгнали. Это его земля через 1000 лет, через миллиард лет, это его земля.
это его земля, это его собственность, пока он не продал. Мусульманская земля остается постоянно его. Хорошо, кто бы документы не готовил левые. Мусульманская земля, земля сама по себе в исламе. Творение Аллаха Субхану ва Та'аля слушается Аллаху, покорный имеется в виду в исламе. В естестве своем, то, что Аллах приказал, он исполняет. И мусульмане пока в исламе, это его собственность. Кто бы его ни забрал. Дальше смотрим. Каля саллаллаху салям, посланник Аллаха сказал в хадисе: «Куллю муслими аль-муслими харамун», каждый мусульманин для мусульманина запрещенный. «Малю ва даму ва ирду», его имущество мусульманин запрещено, его кровь запрещена, его честь запрещена. Помните, мы раньше говорили, когда дозволяется. Если он нарушил законы Аллаха Субхану ва Та'аля, там, где есть законы ислама, правительство ислама, его наказывают соответствующим образом. Если там есть система, баракаллаху фикум. Если мусульманин сделал грех, то скрывай грехи, не показывай свои грехи, баракаллаху фикум. А тут говорится в хадисе, посланник Аллаха сказал, для мусульманин запрещенный его имущество, его кровь, его честь. Поэтому лжесвидетель, если дозволяет, знает, что он дозволяет, он попадает в неверие. Если он знает. Если он не знает, конечно, это большой грех он сделал. Все люди знают, что лжесвидетельство большой грех. Христиане, иудеи, мусульмане, все знают. Вакаля саллаллаху алейхи, посланник Аллаха сказал также. Этот хадис, баракаллаху фикум, приводится муслимом в сборнике Сахих Муслим. И также приводится Абу Даудом, также и Муснад имам Ахмада, Тирмизи, Маджа приводится. Другой хадис приведу вам. Посланник Аллаха что сказал? «Аля унаббиукум биакбарил кабаир», сообщит ли вам большим грехом? Самыми большими грехами сообщит ли вам посланник Аллаха сказал, саллаллаху салям. «Аль-ишраку билля», многобожье. Предавать Аллаху сотоварищей тогда, когда Аллах создал тебя, тебе создал то, что нужно для человека, для тебя создал все то, что нужно для человека, а ты еще предаешь Аллаху сотоварищей. Дальше. «Ва акукуль валидайн», ослушание родителей. «Ва каулю зур», лжесвидетельство. «Ва шахадату зур», это каулю зур, ложные слова, имеется в виду каулю зур. «Ва шахадату зур», лжесвидетельство получается. «Фама залю юкариру», а посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сподвижник сказал, повторял лжесвидетельство. «Хатта кульна», даже сказали сподвижники, уже бывает, как бы я хотел, чтобы он остановился. До такой степени он переживает. Не просто переживает, опасается для общины, что погубит эту общину, погубит эту землю, погубит народы. Лжесвидетельство. Кульна, они сказали, лейтагу сакат. Желали мы до такой степени, чтобы он замолчал, говорит, не говорил уже. Лжесвидетельство, лжесвидетельство, лжесвидетельство погубит вас. Община Мухаммада, саллаллаху салям. Община Мухаммада не просто мусульмане. Кому было обращено это писание, людям и джиннам, погубит их лжесвидетельство. Валлахи, погубит нас лжесвидетельство. Опасаемся, просим Аллаха благополучия от этого греха. В более большом раскладе лжесвидетельства, однако у нас еще время остается. Хотите еще продолжить? Продолжайте, иншаллах. Тогда, иншаллах, продолжим. Аль-Ослу, в основе этого лжесвидетельства является чего? Тахсину шей. Они разукрашивают люди, как колдуны. Они, как колдуны, разукрашивают людям своим красноречивым языком. Через медиа, через каналы разукрашивают, как говорится, через рекламы, показывают этого человека, этого даджала, этого антихриста, их будет очень много сказано посланником, саллаллаху алейхи, есть официальный антихрист, есть ложные антихристы, маленькие антихристы. Их будут показывать ложным свидетельством, этими ложными свидетелями. Что они делают? Разукрашивают. Показывают его противоположно. В сути он не такой. На самом-то деле его биографии, скажем, да, последние 20 лет, как ты подаешь паспорт, я помню, когда подавал паспорт, для того, чтобы сделать новый паспорт, загранпаспорт, нужно писать свою биографию. В последнее время, что вы делали, допустим. 20 лет, если посмотришь, это человек лжец,
клеветник. Все то, что можно было сделать из грехов, делал человек. И неверие делал. И заступался за неверующих против верующих. Предательством занимался, да? И за него бывает свидетель, люди свидетельствуют за него. А что делать, говорит, если не с ним, а с кем еще быть? Ля хауля ва ля куввата илля билля. Такая беда стала, что мусульман. Валлахи, есть лучшие люди у нас. Валлахи, есть. Просто люди должны измениться. Хатта юхайяля иля ман ясмау. Даже тот, кто слышит, он думает уже эту ложь, когда он слышит. Поэтому нельзя эти каналы слушать, распространять нельзя, садиться с ними нельзя. Ау яраху аннау хиляф ма хуа бихи. На самом-то деле, когда ты с ним живешь, понемногу узнаешь его, или те, которые его знали, характеристика вообще другая, показывают вообще другое. Фотографии же красиво бывает, когда вешают, о, этот баллотируется так-то, так-то, так-то. Он будет воровать народ, он будет воровать государство, он предаст государство кому-то другому. Дальше смотрите. Ваширку кадет хулюфидалик. Бывает, ширк заходит, многобожие заходит, лжесвидетельство, мы сказали. Почему? Потому что он дозволяет запрещенное, зная. Или, бывает, он свидетельствует в ширке, многобожие, неверии. Говорит он, что нам не нужно мусульманам правление исламом. Нам не нужно, чтобы нашими душами правил Господь. Его законы, чтобы правил. Он говорит, не надо. Дальше. Он говорит, очень хороший человек. Люди подумают, что он действительно истинный, что у него есть истина. А на самом-то деле он на лжи. Он клеветник. На лжи он. Дальше. И также заходит туда еще, может быть, закинуть еще музыкальные какие-то, да? То есть специально, как говорится, да, музыкальные вот эти, или, скажем, микрофоны специально добавляет, голос меняет, красиво преподносит, больше колдовства, чтобы обмануть людей. Это называется, пророк Мухаммад сказал, саллаллаху ассалям, инна мин ла хауля ва ля куввата илля билля, знал этот хадис, из красоты речи человека является частью колдовства. Является частью колдовства. Поэтому я говорю, это является один из видов колдовства, красноречие. И красиво преподнести монтажом. لأنه أيضا مما يحسن ترجيع الصوت حتى يستحل سامعه سماعه. То есть тот, кто слушает, ему очень приятно бывает его слушать. Они так делают, преподносят. والكذب أيضا قد يدخل فيه لتحسين صاحبه إياه. Его преподносят красиво ложью. حتى يظن صاحبه أنه حق. Думают люди, кто слушает, что он есть истина. Почему? Потому что он, может быть, говорит против кого-то, кого они не любят. И тут совпадают их интересы. И начинают его принимать. А они не думают, что он готов продать их так же, как он продал этих. Как он продал этих, он готов этих тоже продать. В любом лучшем моменте. Это все заходит в ложные свидетельства и лживые слова. Как мы сказали. Как, если так, если подходит лжесвидетельство, если так, то это туда подходит под эту статью. И тут очень много приводится аятов. Я вам не привел аят из сурата Ниса. Приведу вам аят, хорошо, быстро. Более сокращаться буду. Ат-тарги, предупреждение, устрашающие тот, кто будет ложно свидетельствовать. Сурат Ниса, 135 аяте, что говорится? Я его ладина аману, о те, которые уверовали, Аллах сказал. Куну каввамина биль-кисти шуада лилля. Будьте, Аллах сказал, каввамин биль-кист справедливыми. И будьте свидетелями ради Аллаха справедливо. Валау аля анфусикум, даже против самого себя свидетельствуйте справедливо, говорит Аллах в Коране. Даже против своих родителей, когда нужно справедливо свидетельствовать надо даже против родителей и своих близких, говорит Аллах. Если человек бедный или, допустим, богатый, то Аллах больше имеет право на это. Не следуйте своим страстям, не следуйте, Аллах сказал, не следуйте своим страстям, оставляя справедливость. Не оставляйте справедливость, иначе будет беда для всех.
если мы будем поддерживать этих лжецов. Если вы, конечно, в общем аяте говорится, что если вы отвернетесь, то Аллах Субхану ва Тааля знает то, что вы делаете, бима та'малуна хабир, то, что вы делаете из ваших поступков, Аллах все ведающий, все знающий. Вакала Та'аля также в суру Маиде, 8 аяте, что говорит Аллах? Я и валядина аману куну каввамина лилля. Будьте справедливыми, говорит Аллах в Коране, о те, которые уверовали. Ради Аллаха, будьте свидетелями справедливо. Шуада абиль кист. Валя яджриманнакум шанаана каумин. Пусть вас не приведет преступление людей, допустим, есть люди-преступники. Нельзя против них, даже преступников, свидетельствовать ложным свидетельством. Нельзя. Валя яджриманнакум. В тафсире сказано, что этот аят не спослан насчет иудеев, когда подошел один из подвижников собрать оттуда налоги с иудеев. Иудеи хотели заплатить, как говорится, взятку, чтобы этот сподвижник не взял у них налог вот этот, джизья. И тут они ему преподносили, как говорится, да, эту взятку, чтобы подкупить его. Однако он разгневался и начал говорить, что вы ложные люди, вы поедаете имущество ложным путем на иудеев в Медине. И тут получается, что дальше? Аллах посылает этот аят, «Валя яджриманнакум». О те, которые уверовали, было обращение в первую очередь, пусть вас не приведет на преступление шанаам каумин, если иудейский народ, это который жили в Медине, преступники, хоть они являются, но вы не переходите то есть несправедливость не переходите, Аллах говорит. Аля каумин, то есть шанаан каумин аля алла та'дилу. Не переходите несправедливости. То есть будьте справедливыми, говорит Аллах дальше. И адилу, будьте справедливыми. Хуа акрабули таква. Даже это преступники, будьте с ними справедливы, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Ваттакуллах, бойтесь Аллаха, инна Аллаха хабирун бима та'малун. Бойтесь Аллаха, Аллах все знающий, бима та'малун, тем, чем вы делаете, что вы делаете, Аллах знает. Также сурат Аль-Ма'ариджа приводится, валладина бишаадатим каимун. Они свидетельствуют Аллах, валладина хум бишаадатим каимун. Они исполняют свое свидетельство. То есть, когда нужно исполнять истинное свидетельство, они исполняют. Но ложное свидетельство верующие не делают. Это не подобает верующему делать. Значит, у него есть болезнь какая-то этого человека. То есть, он или сумасшедший, или больной большими грехами. Ему нельзя доверять. Валладина хум аля салатим юхафизун. Аллах также описывает этих верующих людей, что они являются оберегающим свою молитву. Уляика фи джаннати мукрамун. Эти люди, которые оберегают свою молитву, оберегают свое свидетельство, не сидят с ними, не фоткаются с ними, не поддерживают этих тиранов золимов. Уляика фи джаннати мукрамун. Они будут где? В раю. Почтенные будут у Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше сурту Фуркан я вам привел, Фуркан сура, 72 аят я вам привел. И также сурту Бакаре, 283 аяте, что говорится? «Валя тактуму шахада». Не скрывайте свидетельство. Если у вас есть свидетельство о единобожии, не скрывай. Уже говори. Выходи, говори. Баракаллаху фикум. «Вама яктумха фа иннау атимун кальбу». Или у тебя есть свидетельство, истинное свидетельство, не скрывай, говори. «Фа иннау». «Вама яктумха». Тот, кто скрывает свидетельство, «Фа иннау атимун кальбу». Он является со своим сердцем грешником, потому что он скрывал истинное свидетельство. Валлаху бима та'малуна алим. Аллах Субхану ва Тааля, все знающий тем, чем вы делаете. Видите, то, что вы делаете, Аллах показывает нам в этих аятах, опять та'малун. Та'малун, говорит Аллах, то, что вы делаете. То есть слова, это лжесвидетельство, к чему приводит? К делам, противоположным истине. Лжесвидетельство дает такой же итог. Чего? Какой это итог дает? Такое же общество, такое же государство, такое же положение и такое же бедствие будет за лжесвидетельством. То есть последствия будут. И Аллах видит это все. Аллах просто терпит, пока люди покаются. Также Аллах в другом аяте нам говорит, сурту Бакара 140 аяте. «Ваман азламу мимман катама шаадатан индау мин Аллах». Кто больше несправедливости, тот, кто скрывает свидетельство истинное свидетельство, кто скрывает. Перед Аллахом, Субхану ва Тааля, он перед Аллахом преступник. И перед Аллахом скрывает свидетельство, он не слышит
и не видит, что должна быть истина. Он свидетельствует ложным свидетельством. Аллах не является беспечным, не слышащим, не знающим. Аллах не является тем, чем вы делаете. После этого ложного свидетельства истекают такие же действия, как это лжесвидетельство. Также, когда баллотируют кого-то, нужно смотреть, баракаллаху фикум, или продвигает кандидатуру, но больше у нас нету. Как у нас нету? Если у нас нету, тогда это опасно вообще продвигать. Вахаля субхану ва та'аля. Также сурту Талак Аллах что сказал про лжесвидетельство. Вакиму шаадата лилля. Выставляете свидетельство ради Аллаха, говорит Аллах субхану ва та'аля. Ради Аллаха должно быть. Заликум ю'азу бих. Так Аллах наставляет манкан ю'мину билляхи валь яумил ахир. Тем, кто верует Аллаху в судный день, Аллах наставляет, что ложное свидетельство опасно, а истинное свидетельство не опасно для нас. Тот, кто боится Аллаха, Аллах сделает им выбор из ситуации, положений. Вакаля субхана, также сурат аль-хаджи приводится, это мы вам привели, по-моему. Это тому, кто возвеличивает, то есть говорит, законы Аллаха, они неприкосновенные, они священные. Хорошо? Запреты Аллаха, они неприкосновенные, опасные. Не трогайте запрещенные Аллахом субхану ва. Для него это лучше, говорит, инда Рабби, перед Господом его. Аллах вам дозволил животное, илля ма ютла алейкум, кроме того, что читается, бисмилля обычно. Фаджтанибу ридж, сторонитесь грязи, наджаса, миналь аусани, из идолов, помните, мы читали. Ваджтанибу кауля зур, и сторонитесь, Аллах сказал, как сторонитесь. Ложное показание, сторонитесь идолов тоже. Видите? Идолов сказал, а потом ложное показание. То есть ложное свидетельство, извините. Ложное свидетельство. Также сурат Исра, 36 аяте. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Не становись مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ, том, чем у тебя нету знаний. Не говори том, чем у тебя нету знаний. Этот хукм не говори, если ты не знаешь. И на самом поистине твой слух, твое зрение, твое сердце будут свидетельствовать, отвечать перед Аллахом субхану ва та'аля. Куллю уляйка кан ан мас'уля. Также сурат Аль-А'раф в 33 аяте приводится. Очень много приводится, видите. Куль иннама харама раббил фавахиш ма захара минха ва батан. Скажи, Аллах запретил, то есть Господь мой запретил большие грехи, ма захара, то, что из видных грехов, и то, что не из видных грехов. Валь-багья, также распутство Аллах запретил, как и грех запретил. Бигайри хак, без права Аллах запретил распутство. Багья имеется в виду также бунтовать, также выступать, также распутство. Ван тушрику билляхи ма лам юназзиль би султана. Видите, также делать Аллахом сотоварища в правлении. Правление заменить мусульманам должен чего? Какое правление? Кораном и сунной. Заменить это является ширком, Аллах сказал. Ван тушрику билляхи ма лам юназзиль би султана. Тем, чем не спаслал Аллах, заменять нам нельзя. Аллах послал нам Коран и Сунну, что верующие руководствовались. «Ван такулю аля Аллахи ма ла та'ламун», сказать на Аллаха то, что вы не знаете. Это является многобожие. И говорить на Аллаха то, что вы не знаете, сказал имам Абдуррахман Джаузи. Имам Абдуррахман ибн Джаузи сказал, что «Ван такулю аля Аллахи ма ла та'ламун амун фи тахрим аль-каул». Это общий. Некоторые говорят, да, это Аллах сказал. Когда я был в Турции, имама спрашивают один, это что? Он говорит, по Ханафи мазхабу сразу. На Абу Ханифа все складывает. Все свои невзгоды, неправильные действия на Абу Ханифа наговаривает. Таким образом. Очень распространено. На Аллаха говорит, на пророка говорит, на имамов говорит ложь. И тут имам Захби приводит имама Абдуррахмана ибн Джаузи слова. Он говорит, этот аят, «Ван такуля аля Аллахи ма ла та'ламун», говорит на Аллаха то, что вы не знаете. Это общий запрет, говорит ложное свидетельство или ложные слова в религии. Мин гайри якиним, без убеждения. И дальше. У Аби Бакр что сказал? Кала Наби саллаллаху алейхи, посланник Аллаха сказал, сообщить ли вам о самых больших грехах? Сказал посланник саллаллаху алейхи, перечислил многобожие, ослушание родителей и ложные свидетельства, мы сказали, да? И также это достоверно. Также в другом хадисе приводится от Хурайм бин Фатик аль-Асди, приводится «Удрят ишадату зур бин ишраки билляхи азза ва джалля». То есть приравнивается. Куда приравнивается? С многобожьим лжесвидетельством.
Прочитал он аят «Ваджтанибу риджса». Прочитал он аят «Сторонитесь грязи». «Минар аусани» из идолов. «Ваджтанибу кауля зур» и сторонитесь ложных слов, то есть ложные свидетельства. «Хунафа алилляхи гайру мушрикина бих». Будучи на единобожие ради Аллаха, то есть на таухиде, но не делая многобожие. «Гайру мушрикина бих», не делая многобожие с Аллахом субхану ва та'аля. Сурат Аль-Хаджа это приводится, 30-31 аята. Дальше имам Бухари, перейдем на другой теперь. Имам Бухари приводит тарджима. Баб, сказал он, заглавие он сделал. Глава «Мақиля фи шаадати зур», то, что сказано о лжесвидетельстве. Приводит он «Валладина ла ишадуна зур», верующий, Фуркан, сура, который различает между истинным и ложью, говорится в этой суре. Он говорит, верующий не свидетельствует ложным свидетельством. Верующий. Это не качество верующих. И люди бывают, вот нам нужен он. Для чего? Он говорит, больше у нас нету. Нету, потому что вы не хотите больше просто. «Валя тактуму шахада, вама яктума фаинну атиму кальбу». Тот, кто скрывает ложное свидетельство, говорит, он хороший, садится с ними, поддерживает его, значит он такой же. Значит он такой же. Атиму кальбу, валлаху бима та'валуна алим. Аллах сказал суру Бакара, как мы сказали. Также от Ну'ман бин Башира приводится «Саальту умми аби ба'да маухибатин ли мин мали». Когда мне подарили имущество, я спросил своих родителей, говорит, ثم بدأ له فوهبها لي فقلت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بنت رواحة سألتني بعد الموهبة لهذا قال ألك ولد سواه قال نعم قال فأراه قال لا تشهديني على الجور. То есть, смотрите, он говорит, не свидетельствуйте в этом хадисе, говорится, не свидетельствуйте ложным свидетельством своим близким. Имран бин Хусейн также приводится «Хайрукум карни сумма лади ялунум». Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, самое лучшее поколение мое, сказал, после сахаба, табиин, табиин, самое лучшее поколение. Ла адри, он сказал, Имран, ла адри адакара набию саллаллаху алейхи ва саллям ба'д аль-карнайни ау салат. Не помню, видите, он не помнит. Если он не помнит, не говорит он неправду. Не говорит он в религии то, что он не знает. Он говорит, я не знаю. Сказал он после 2 веков, третий сказал или нет. Видите, пророк, сподвижники, то есть пророк, сподвижники, табиины, табиины. И третий он сказал или нет, я точно не помню, говорит. Инна ба'дакум кауман яхунуна вала ютамунун. Некоторые из вас, сказал посланник саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе, будут вероломными и не будут честными, он сказал. Ваяшхадун, и будут свидетельствовать. И у них не будут просить свидетельства, они еще будут подпрыгивать, свидетельствовать, когда еще их не просят. До такой степени сегодня блогеры некоторые так себя ведут. Ла хауля ва ла куввата илля билля. Или СМИ. Ва юнзируна ва ла юфун. Они будут обещать, но не будут исполнять. Будут народу обещать, и будут они клясться, но не будут исполнять они. Ва язгару фихиму самн. И распространится среди них, когда это лжесвидетельство, ожирение. Ожирение. Да, это не болезнь, а безделье называется. И также, баракаллаху фикум, очень много доводов приводится. Хайрун наси карни опять приводится. Посланник Аллаха сказал в другом хадисе, Аби Хурайра приводит этот хадис, 4 Бухари. Ман лам яда каулю зур валь амалю бих. Посланник Аллаха что сказал? Тот, кто не ставит ложные слова, имеется в виду лжесвидетельство, и дела с ним, валь-джахль, и невежество, если он не оставит, фалейса лилляхи хаджа, Аллах не нуждается в этих людях. Хотят помощи от Аллаха. Аллах сам даст нам помощи. Главное, чтобы мы делали причины правильные. Фалейса лилляхи хаджа ан яда та'ама ва шараба. И не нуждается этот человек, чтобы постился, Аллах не нуждается, чтобы оставлял еду, питье. Но делает он ложное свидетельство. Участвует с этими бандитами, допустим. Они забирают права общества. Итак, фанаджиду анна Аллаха табараку ва та'аля харрама шахадата зур ликауния сабабан лиибтали л-хак. Почему Аллах запрещает цель запрета? Потому что Аллах истина, и выявление истины, они это тушат, эту истину, закрывает эту истину своим ложным свидетельством. Вахаррама китманаха, Аллах запретил скрывать. Это лжец, это клеветник, надо сказать.
لكونها سببا أيضا لإبطال الحق. Наоборот, что получается? Люди закрывают истину и, получается, поднимают ложь. Какие последствия бывают? Последствия лжесвидетельства, какие преступления бывают, рассказывают в этой книге. Коротко, быстро пробегу. Шахадату зур азиматуль хатар, то есть оно очень опасное для общества. Дарарун, вред большой от него. Преступления большие бывают. Тадлиль хаким, они, лжесвидетели, обманывают кадия или правителя, который судит между двумя сторонами, да? Как во время Наджаши было. Пророк, саллаллаху алейхи, послал сподвижников в Эфиопию спастись от тирании, а тут за ними пришли другие тираны с Мекки, чтобы забрать их обратно. Они просят у Наджаши, эфиопца, правителя, короля, просят вернуть им сподвижников, которые убежали от несправедливости. Теперь он сказал, позовите их тоже. Джафар пришел с подвижниками. Теперь они выслушивают, король выслушивает вместе со своими окружением, свитой, выслушивает оба стороны. Когда он оба стороны выслушал, сказал вернуть им подарки. Обычно подарки им подкупает или приближает человека к себе. Приближает или подкупает человека. Видите, человека тут не купили. Наджаши не купили. Он был посланник Аллаха, сказал, христианин справедливый. Поэтому идите к нему, сказал посланник саллаллаху алейхи. Это не значит, что все христиане такие. Он сказал, он христианин справедливый. Идите к нему. Разрешается идти справедливым христианам, если нету справедливого места. Дальше. Но это не значит, что ты должен принимать христианство. Этот христианин-король потом принимает ислам. Он выслушал вторую сторону Джафара. Он привел сурту Марьям. Он привел доказательства из Корана и Сунны. Джафар выслушал оба стороны Наджаши. В конце концов, конечно, он принимает ислам. И он скрывает свою веру. Пророк Мухаммад молился за ним джаназы еще, будучи в Медине. Сказал, наш брат Наджаши умер. Сообщил он мусульманам, что умер Наджаши, принял ислам. То есть, выслушав оба стороны, правитель, бывает, судит между двумя сторонами. И также судья судит между двумя сторонами. Если лжесвидетельствуют, как эти мекканцы лжесвидетельствовали, а если бы он не выслушал бы вторую сторону, как сегодня некоторые судят и решают проблемы, говорят ложным свидетельством, подписывают договор и давай дальше. И последствия какие? Последствия обворачиваются наоборот. Они получают ложь, если обманывают таким ложным свидетельством этого правителя или судью. То есть, когда он решает решение, выводит имам, кады или правитель, как мы сказали, он, ссылаясь на свидетельство, таким образом обычно делает свидетельство. Посланник Аллаха что сказал? «Иннама ана башарун, иннамакум تختصمون إلي ولعل أحدكم ألحن بحجتي من الأخ آخر فأقضي له نحو ما أسمع». Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи, я человек, он сказал. Видите, он человек. Он пророк, человек. Как пророк Иса был человеком, так же. «Иннакум тахтасимун», когда вы спорите между собой и обращаетесь ко мне, я бываю, ссылаясь на те слова, кто более красноречиво объясняет, кто может объясниться. Бывая я к нему, говорит, ссылаюсь и думаю, что это является истина. Будьте богобоязненны, осторожными, говорит посланник саллаллаху в этом деле. Своим доводом он более красноречив, мин ахра другого, и я начинаю судить тем, чем я слышу, говорит. Будьте осторожны, говорит. И второе последствие какое бывает? Азулм, лжесвидетельство, несправедливость лиман шаида, да? Кому свидетельствует? За кого свидетельствует, бывает зулм, несправедливость. То есть он ложным свидетельством дал этому человеку, заступаясь за него, допустим, своим ложным свидетельством, он дал ему то, что не по праву. Он кушает адский огонь. Если деньги забрал, кушает адский огонь. Одевается, адский огонь. Третье. Азульм лиман шаида алейхи. Против кого ты свидетельствовал теперь? Несправедливость. Дальше. Ложным свидетельством он взял чужое право, отдал этому.
Также тут доводы есть, хадис, как мы привели до этого тоже. «Ман ихтата хакку мри'ин муслимин биямини, факад ауджаба Аллаху лаху нар ва харрама алейхи джанна», сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Тот, кто взял у человека его право, мусульманин его взял право клятвой, Аллах обязательно ему даст адский огонь. Ложное свидетельство, за него тебе будет адский огонь. Если это в суде, допустим, было, этой стороне отдали, ему тоже адский огонь, потому что он согласился. Четвертое. Тахлисуль муджримин мин ухубатиль джаримати бишадати батила. Тахлис муджримин. Избавиться от преступников. Мин ухубатиль джарима. От преступления, наказания. Когда нужно наказать преступника, эти лжесвидетели, наоборот, заступаются за него. Лжесвидетели. Когда преступник должен был быть наказанным, из-за ложного свидетельства, бывает, они выручают преступника. Если ложным свидетельством человек показания дает, то есть свидетельствует, то он может, этот человек, еще раз сделать такие же грехи. Понимаете? Дальше пятое последствие какое? Ложное свидетельство нельзя, ложную рекомендацию нельзя. Пятое. يترتب على شهادة الزور انتهاك المحرمات وإزهاق النفوس المعصومة. Что бывает, если свидетельствует ложным свидетельством? Бывает, что запрещенное, то, что было запрещено, начинает посягать на запрещенное, проливать запретную кровь, кушать запрещенное имущество. И это есть последствия ложным свидетельством. Если правительство продвигает человека, если он утверждает, что он является какой-то представитель, или он является представителем народа, или он не является кем-то таким-то, он утверждает. Если люди ему поверят, если люди будут хлопать, если люди поддерживать его, то пятый грех, и эти грехи сколько, смотрите, какие последствия. Какие последствия бывают. И это раттабу, какие последствия дает ложное свидетельство. Если ты поддерживаешь этого лжеца, то он и его окружение будут посягать на кровь, на имущество, на честь. Да унизит Всевышний Аллах таких людей. И так дальше он говорит. Шестое. И теперь свидетельством ложным свидетельством, человек бывает, как мы сказали, получает тазкиятуль машхуди лаху. За него рекомендацию получается. Ой, такой хороший он человек. Я его только видел, говорит, в хороших местах. Так не бывает. И так бывает ложное показание. Седьмое последствие, какие бывают. Ложное свидетельство. Бывает ложным свидетельством, если ты говоришь, этот человек ученый, этот человек знающий человек, что у него хорошие знания, они поддерживают этого человека, этого так называемого лжеца, муфтия, имама, челмоносца. Что бывает? Они делают навет на Аллаха, его посланника, на религию Аллаха. Мин а'замиль фитан — это самое большое искушение, чем лжесвидетельство в мирских вопросах. И тут, что делают такие люди? Предотвращает людей, чтобы они не призывали к исламу, к Аллаху не призывали. Это самый противный путь обманывать людей, говоря, что этот человек такой-то ученый он. Тем более это смелость. На смелость на что? Наговаривать на Аллаха, его посланника, на религию. Это указывает, эти доводы указывают, что этот человек невежда. Тот, кто говорит это ложное свидетельство, что он ученый, он знающий, он авлия, вот так сегодня некоторые говорят. Какой он авлия? На втором этаже похоронили одного. Какой может быть авлия? Надо людей хоронить в могилу, не на втором этаже. Когда знают истину, не возвращается, знаете, они на лжесвидетельстве. Они попали под эту уловку, как говорится, капкан дьявола. Или на двуличие он. Аллах в Коране сказал, или на ильхаде, на безбожье.
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Сура Ан-Нахль, 116 аяте. Итак, Аллах говорит в Коране: ولا تقولوا, не говорите, лима тасифу альсинатукум, то, что ваши языки описывают ложно, аль-кадиба, хада халяна, это дозволено, это запретно, не говорите. Литафтару аллах аль-кадиба, чтобы сделать навет на Аллах, говорит, ложь сделать на Аллаха. Инна ладини яфтаруна аллах аль-кадиба, те, которые делают навет на Аллаха, ла юфлихун, они не преуспеют. Не преуспеют. Фама актару шахадати зур аль-йом, ва мислум ладини юхарримуна ма ахалла Аллах. Сколько сегодня таких лжесвидетельств? Сколько запрещает дозволенное, сколько дозволяет запретное. Будь это еда или другое. Ахтару мин залик кауму яктумун. Есть самые опасные. Народ скрывает истину. Ма ильмихим би, зная эту истину. Ва язгаруна аль-батиль, показывает ложь и становится за ложь. Из-за лживого этого якобы, да, он является таким хорошим. Ва яд'уна илейхи нас, призывает к заблудшему пути или заблудшему правлению призывает. Или к тиранам призывает. وَيُزَيِّنُونَ لَهُمْ, или им красит это все. Нас Аллаху аль-афия фид дуня валь ахира. Мы просим Аллаха благополучия, чтобы мы не заступались за тиранов, не украсывали, не делали оценку такую, не сидели с ними, даже, с этими тиранами, с этими деспотами, с этими несправедливыми, и не поддерживаем. Будь это твои нации, будь это твой близкий человек, без разницы. Нельзя поддерживать. Будьте осторожны. Не будьте лжесвидетелями, иначе будете в этом грехе участниками. Субханакаллаху бихамдик, ла иляха илля анта астагфирука. Я извиняюсь, спешу.